Большинство родителей сегодня с нежностью вспоминают свое детство, когда с трепетом ждали летних каникул и как они по традиции начинались с похода на природу. Палатки, костры, обед на свежем воздухе. Нынешним школьникам подобные практические уроки по выживанию тоже бы не помешали. Экстремальный отдых, по сути, один из элементов патриотического воспитания молодежи. Но сегодня палаточные лагеря оказались под запретом. Помимо того, что мы потеряли огромный, скажем так, материальный вклад, в частности, например, вы приводили пример лагерь Сысола. То есть мы там сделали военно-полевой лагерь, какое-то оборудование, и по всей стране эта история происходит. Плюс мы потеряли огромный, скажем так, учебно-воспитательный пласт. Вот в том же лагере Сысола у нас отдыхали трудные дети тяжелой жизненной ситуации, получали военно-патриотическое воспитание, туристическое и так далее. Вот этот пласт мы потеряли. У Роспотребнадзора своя жесткая позиция. Главный аргумент – дети должны отдыхать в стационарных учреждениях, где все соответствует нормам и правилам, а палаточные лагеря могут быть источником различных заболеваний. Летние площадки с дневным пребыванием детей, туристические походы, палаточные лагеря – это малозатратный отдых. То есть в силу отсутствия финансирования мы таким образом пытаемся поднять уровень охвата детского населения. Так что мы хотим в первую очередь? Давайте для себя определим, что мы хотим в первую очередь сделать. Получить качественный отдых детей или для галочки провести какие-либо мероприятия. Врачи-эпидемиологи тоже предупреждают. В коме, как правило, летом активизируются разносчики различных видов инфекций. Самые злостные из которых – клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка. Случаи последних, к слову, участились. Только в прошлом году число заболевших выросло втрое. Под особым контролем Сыктывкар, Кыргыз, Приволжье и Усть-Кулом. Было зарегистрировано 49 случаев ГЛПС, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Я хочу сказать, что это в 3 раза больше самого высокого уровня во все предыдущие годы. У педагогов дополнительного образования обратное мнение. Хотя отдых на природе оказался под запретом, в походы-то все равно ходят. И если к палаточному лагерю есть требования – наличие санузла, кухни, то к походам это не относится. Они не считаются оздоровительным отдыхом. Краткосрочно и несут лишь познавательный характер. Это пояснение Министерства образования. Так что выходить на природу все-таки можно, но только все расходы за свой счет. По федеральному закону финансирование отдыха под открытым небом прекращено. Я обучаю детдомовцев. Палаточные лагеря закрыли по всей республике. То есть всю нашу республику объявили непригодной для обитания практически природные условия. Палаточные лагеря финансировались государством, Министерством образования, они нам всегда помогали. А теперь они не могут. И все туристы перестроились, могут теперь за свой счет ходить в походы, а за моих некому платить. Чем закончится борьба за детский отдых под открытым небом, пока неизвестно. Активные дискуссии идут во всех регионах страны. Слово за федеральным центром. А вот помочь с организацией походов, возможно, смогут на местах, на региональном уровне. Этот вопрос парламентарии Коми готовы рассмотреть в ближайшее время. Татьяна Супряткина, Павел Люленмин, телеканал Юрган.